График праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, будет насыщенным. Встречи с подрастающим поколением, выставки, концерты, парады и торжественные митинги. В эти дни ветераны должны быть в форме, поэтому им самое время отдохнуть и набраться сил. Сегодня ветераны Мирнинского района укрепляют здоровье в профилактории «Горняк». С ними встретилась Августа Степанова. Участник войны с империалистической Японией, бывший стрелок Иван Константинов, поправляет в профилактории свое здоровье не первый раз. В этом году ему исполнилось 87 лет. Он, правда, здоровьем очень слабоватый, у него гипертоническая болезнь, еще слухом туговато слышит он, поэтому общаемся очень трудно. Надежда Данилова возрастом помладше. В 1941-м ей было только 14, но трудностей и лишений она почерпнула сполна. Юной девушкой работала на военном заводе. По 12 часов работали, с 8 до 8, без выходных, без обеда, без всяких этих. Вот только. И вот так ночью встанешь к столбу, постоишь маленько, подремлешь и опять. Такого общения в обычной жизни им порой и не хватает. Дети и внуки заняты своими делами. А для встреч с друзьями, которых и так осталось немного, не всегда хватает сил и здоровья. Ветераны говорят, что обследоваться и лечиться в этом учреждении для них очень удобно. Массаж, вот камера эта соляная, там еще что-то, там что черт знает. В общем, много процедур. Целый день занятый будет. Каждый врач в профилактории еще немного и психолог, а ведь приходится работать с людьми преклонного возраста, которые борются с различными недугами. Да и положительного результата в лечении иначе не добиться. Совершенно другой подход к людям более старшего возраста. Конечно, это больше им внимания. Врачи у нас дежурят, медсестры дежурят все, потому что иногда требуется прийти именно в номер, в комнату, посмотреть там человека. Вот. На кухне у нас особое меню, стараемся более разнообразить им, более такое спокойное диетическое питание. Более 100 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла ежегодно проходят лечение в санатории профилактории «Горняк» медицинского центра акционерной компании «Алроса». В лечебном учреждении для этого есть все необходимое – и диагностическое оборудование, и лечебное. Сейчас дальше больше, все лучше, сейчас и аппаратура завезли, все. Понимаете, здесь можно, не надо никаких курортов, никаких куда-то ездить, здесь все на месте, недалеко, все свое. Ну, я процедуру прохожу, уже все нормально. Обслуживает очень отлично, персонал очень хороший. Ну, столовый кормит очень нормально, отлично кормит, даже не доедаем, остается. Старые люди почти как дети, требуют особого внимания, поэтому работать с ними под силу далеко не каждому врачу или медсестре. Необходим запас не просто терпения, но и обыкновенной человеческой доброты. Сотрудники профилактории этими качествами обладают, с теплотой в сердце, заботясь о ветеранах.